Ижемцы – финно-угорская этническая группа коми-зырян. Они себя называют Ижватас. Это коми-слово переводится на русский язык как «народ, проживающий в бассейне реки Ижма». Предки Ижватас были оленеводами. Несколько веков назад ижемский народ вел кочевой образ жизни. В поисках пропитания тысячные стада оленей каждый год приходилось смещать на север по бескрайней тундре. Так, некоторые ижемцы перекочевали из республики в Коми в Ненецкий автономный округ. Жизнь менялась. Молодое поколение из оленеводческих семей оставалось жить в населенных пунктах. Село Несь, деревни Волоковая, Чижа, поселки Харута, Усть-Кара. Вместе с Ижватас и переехал фольклор. Коми-ижемская традиционная культура изучена очень слабо. Ввиду того, что у нас нет в округе научных институтов, а эта работа требует большой научно-исследовательской работы. Первые исследования в округе проводились в 1968-1973 годах фольклористами Республики Коми. В 2008-2009 годах был этнокультурным центром создан проект «Фольклор коми и ненцев Ненецкого автономного округа». В результате этого проекта были сделаны расшифровки фольклорных материалов, которые очень долго хранились, и была издана книга «Фольклор коми и ненцев Ненецкого автономного округа» с диском в 2009 году. А в 2013 году сотрудниками отдела коми-культуры был создан проект «Коми-Олан. Жизнь коми». Реализовать этот проект этнокультурному центру помог Институт языка, литературы и истории Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Все годы, кроме 2017 и 2018, этнографы и фольклористы изучали фольклор и культуру коми-ижемцев Ненецкого автономного округа. И таким образом получилось, что мы поработали в 2014 году в деревне Волоковая, в том числе побывали в Чуме, где стационарно, постоянно живут оленеводы, потому что у них такой выпас вокруг Чума. В 2014 году мы также опрашивали жителей Нарьян-Мара. В 2015 году мы организовали поездку в Харуту. В 2016 году в Каратайку. В 2019 году после небольшого перерыва мы побывали в селе Несь. И в 2021 году мы поработали в Усть-Каре. Конечно, мы пытались узнать судьбы тех сказителей, которые рассказывали, исполняли эпические песни для старшего поколения фольклористов. Тот же Иван Степанович Хатанзейский перед исполнением песни он всегда брал махорку, измельчал и добавлял туда для вкуса или духи, или водочку немножко. И во время исполнения песни он обязательно закладывал махорку в нос. Этнографы и фольклористы, скажем так, изучали современный срез народной традиции. Они отмечают, что коми-ижемцы в НАО никогда не пугали детей мифологическими персонажами. Объясняется это тем, что дети потом, взрослея, начинают бояться тундры. Этого тут совсем не нужно. А вот в республике Коми, особенно в южных районах, мифологическими персонажами детей ой как пугали. Годы советской власти, когда оказалось, что иметь много оленей – это опасно для жизни, оленеводы просто пропадали из виду. Родственники, например, просто рассказывали своим детям, что их отец уехал, он больше не вернется, потому что он уехал далеко. Их отцов, братьев, сестер арестовали, кого-то расстреляли. Любопытен рассказ о том, как коми-оленеводы получили места для пастбищ в Ненецком автономном округе. Например, в селе Несь жили ненцы и пасли своих оленей. Ижемские оленеводы у них выкупили ворги, которые вели прямо к морю. Но, к сожалению, им достались самые заболоченные места. Тем не менее, так ижемские оленеводы закрепились в этих местах, и до сих пор они кочуют до побережья моря. В Канинско-Тиманской тундре живут потомки тех оленеводов, которые перекочевали с Ижемского района. Моя бабушка приехала в район поселка Харуты, встретила там своего мужа и осталась она по национальности коми. В девичестве фамилия бабушкина Батманова, звали ее Надежда Дмитриевна. Мои родители родом из Ижемского района. Отец из села Гам, мамины родители жили в селе Усть-Ижма. Моего отца в 11 лет взял оленевод из наших краев, из ненецких тундр, и воспитал его как оленевода. Мама родилась уже в деревне Щелино, куда из Усть-Ижмы родители переехали
В 2011 году на плотах по Печоре сплавились. Иван Анисимович – известный краевед. Он подробно исследовал свой род и написал об этом книгу «Годы и люди». Тут Иван Анисимович рассказывает о жизни коми-иженцев в Ненецком автономном округе на примере его родственников. Мама спускается по оврагу к ручью по Итулению. Она на 8 месяце беременности. А вот интересный снимок. Это мясо сырое едим. В Тиманских лесах есть такой Козьмин перелесок. Но это священное место стало почитаемым, в том числе и для коми, для русских, для остальных народов, которые проходят в настоящее время там по зимнику. Отец информанта, он не верил, что это место какое-то святое, он святотатствовал, да. Вот, и какой-то момент или на оленях аргишем там проезжали и случайно задели миску, где находились эти дары, там монетки, различные вещи. Вот. И после этого отец информанта исчез, он не доехал до места стоянки, где должны поставить чум. Вот. Отправились на поиски, и его нашли через много-много часов. А отец информанта потом начал рассказывать о том, что спустя некоторое время, после того, как отъехали от этого места, ему начало казаться, что перед ним сидит человек, молится без головы, и его постоянно куда-то ведет. И отец информанта постоянно в это место шел, и он понял, что он окончательно заблудился. Только после того, как плюнул на все это, развернул свою малицу, он смог выбраться из этого несчастливого места и найти место стоянки. Унаны в'ястю картемась, унаны в'ястю картемась, зон митяныяс, зон мисаныяс, тю картемась. Вот раз говорят, что коми-орнамент, он более мелкий, в отличие от крупных каких-то композиций орнаментальных у ненцев. И шьется он более мелкими стежками, очень тщательно. Ненцы и раньше, и сейчас используют определенные трафареты для того, чтобы выполнить орнаментальную композицию из меховой мозаики. Коми-женщины никогда не пользуются трафаретом, поскольку у них считается, что нельзя повторять чужой орнамент. Он должен быть индивидуален всегда. Стыдно повторять чужой орнамент. Традиция ижемских коми очень любопытна. Она не только современные модификации какие-то, новшества впитывает, но и культуру тех народов, с кем они живут по соседству. Ханты, ненцы, манси. То есть очень легко усваивают их традицию, но не просто так усваивают, а, как правило, перерабатывают, вносят какое-то усовершенствование и порой настолько ее изменяют, что потом те же их соседи ненцы и манси, у которых они заимствовали традицию, говорят, что это ижемцы придумали, у них все лучшее, у них все самое хорошее. Технологическая традиция ижемских коми, она очень динамична и легко усваивает новшества, проверяет их на практике. Если они оправдывают себя, они приживаются. Даже традиционные изделия, которые они делают, ранее делали они, допустим, их из оленей кости, а сейчас они начинают изготовлять не из кости, а из пластика, из жесткого пластика. Те металлические изделия, которые раньше были литыми, бронзовыми, они теперь порой изготовляют для упряжи из деталей от космических ступеней, которые падают в тундре. Очень поразила новая техника, которая в быту у них прижилась, это так называемые триколы. Они вроде бы и серийные, но каждый хозяин по-своему совершенствует эту конструкцию. Можно даже ввести такой термин, как народный дизайн тундровый. То есть у каждого хозяина своя такая машина, и она индивидуальна, как правило. В 70-е годы совхаизм требовал модификации тундровой жизни. И один из экспериментов оказался удачным. Из жесткой конструкции тентов в основании, которые собираются практически за 15-20 минут, мы это собственными глазами наблюдали, там стелится пол лата, как и в чуме, и делается шатер натяжной. Причем вся эта конструкция изнутри утеплена. И, как это ни странно, эта конструкция прижилась
То есть там они спят не на постелях меховых, а ставят раскладушки или даже какие-то разборные конструкции кровати легких. В современной национальной этнографической жизни региона коми-ижемский язык всеми силами пытаются сохранить. Даже изданы учебные пособия на коми-ижемском диалекте, которыми пользуются ученики школ. Например, в поселке Харута коми-язык входит в общеобразовательную программу. У них существуют театральные группы, они ставят постановки на коми-языке, они поют песни на коми-языке. В поселке Харута у нас в основном проживают коми-ижемцы, коми. Все говорят на коми-языке, язык хорошо сохраняется, потому что говорят в семье на коми-языке, язык передается. А чтобы изучить коми-язык в Нарьян-Маре, так сказать, в столице Ненецкого автономного округа, можно записаться на уроки коми-языка, который проводит этнокультурный центр Ненецкого автономного округа. Самая наша главная задача по уставу – это сохранение нашего языка, сохранение традиций, и поэтому мы создали кружки общения на коми-языке. Вот они у нас в Каратайке работают, в Харуте, Харивьере, в Нарьян-Маре. Но сейчас я хочу сказать о том, что все-таки люди очень потянулись к родному языку. Есть такое желание знать родной язык. На базе этнокультурного центра уже много лет работает фольклорный ансамбль «Печорянка». Жители Нарьян-Мара от мала до велика с радостью ходят на репетиции ансамбля, чтобы петь коми-песни. Печорянка, это мои корни, это моя история, это мой родной язык. Так легче его учить, изучать. То есть пришла в Печорянку я, не то чтобы нулевая, я знала только бытовые какие-то слова там по типу абу, пым, нянь. А сейчас мой язык обогащается, я узнаю больше, соответственно, просто через песню легче выучить язык. Культура ижемских коми до настоящего времени остается открытой культурой. И благодаря этому она живет и здравствует, впитывая традиции русских, немцев, до всех народов, с кем вместе проживает. В то же время всегда привносит что-то свое. И остается все же ижемской традицией. Коми-ижемцы Ненецкого автономного округа считают эти края родными. Трудятся, рожают детей, хранят свой язык и традиции. Ненецкий округ давно стал для ижемцев таким же родным, как и исконная родина. Беречь традиции и смело смотреть вперед. Такие заветы предков для ижватас будут важны во все времена.